Добрый день, действительно добрый день. Сегодня последние новости, которые уже многие знают и в Украине, и в мире, о том, что освобождены из российской тюрьмы, освобожден из российской тюрьмы Ахтем Чийгоз, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа, который ранее был приговорен российским судом на 8 лет лишения свободы за митинг защиты территориальной целостности Украины 26 февраля 2014 года. И также вместе с ним освобожден другой заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров. Он был приговорен недавно к 2,5 годам колонии поселения оккупационным судом. Не так давно самолет приземлился в Турции. На борту этого самолета Умеров и Чийгоз. И сейчас у меня в студии вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов, который знает кое-какие подробности и, надеюсь, с нами ими поделится. Ассаляму алейкум, Ленур. Алейкум салям. Как проходило это? Ну, я понимаю, что это все было секретно, очень мало людей знало. Вот как шли переговоры относительно освобождения двух наших узников совести из российской тюрьмы? Ну, во-первых, всех сейчас, кто нас смотрит в Крыму, а в первую очередь это семьи этих двух замечательнейших наших воинов Меджлиса, я хочу так их прям назвать, я их хочу поздравить на родном языке. Чох ларгас эпсилнизге чох сагул деджехолам, эпслерн кайла холам. Рифадаға Мустафаға шыншық бізінен бері келер, амада кележеклер яқында, эпс сізін құшақламастей. Бұл біле ғуыр олған күнлерді де. Бұл еді біздің ғалибеміз бар бүгін. Иншалла башқа біздің балаларымыздан бері ишгалда отырған, обстрелерде отырған адамларымыздан бұл ғалибелеріміздің көрежеміз, иншалла. Оны айта жақайдым. Теперь уже перейдем на русский язык, потому что у нас все-таки с тобой крымско-татарское телевидение. Это все-таки мы с тобой говорили о том, что это победа. Я сейчас сказал о том, что это победа. Я всех поздравил с этой победой, потому что как бы ни называли то, что их сейчас вывезли из Крыма, и все-таки они не на родине остались, в любом случае они победили. Потому что ни Ильми Ага, ни Чийгоз не согласились с оккупационной властью, не согласились с Москвой на то, что склонить голову, вот как мы называем бойсенмах, и подписать прошение о помиловании. Ничего они не подписали. Они не подписали не то, чтобы за них муфти пришел, как предлагали в самом начале, если ты помнишь. А освобождение их началось с того самого момента блокады, когда их посадили, помнишь, да, и мы начали вешать их плакаты везде, об этом везде говорить. Мы говорили всему миру о том, что это безобразие происходит в Крыму, и это безобразие называется русский мир, который туда пришел. И на всех площадках, на которых были, это огромное количество людей, огромное количество активистов, дипломатов, наших правозащитников, хотя это слово сейчас в последнее время затерто уже до дыр такое, но очень много людей принимали участие в том, что сейчас сегодня свершилось. Ленур, сейчас у нас на прямой связи скайпом из оккупированного Крыма первый зампред Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джелялов. Салям алейкум, Нариман, как вот ты нас слышишь? Алейкум салям. Алло. Алло. Ты нас слышишь? Что-то плохая связь с Нариманом Джеляловым. Сейчас нет связи. Ну, продолжим тогда разговор, пока в студии с Ленуром Ислямовым. То есть эта борьба длилась уже, фактически 2 года, фактически с момента того, как Чийгоз попал в тюрьму. Во-первых, начнем с того, что все-таки Чийгоз шел на это целенаправленно, он знал, на самом деле, какие последствия могут быть, и знал, что он уйдет на 8 лет. Мы предполагали, что так будет. Все мы верили в то, что все-таки, когда его осудят, и он уже в ранге осужденного, мы сможем его или обменять, или поменять, или каким-то образом политически принять решение такое, чтобы его все-таки могли мы забрать сюда, на материк. Но они оба, Ленур, они шли осознанно. Я помню, когда Ильми Умеров последний раз был в Киеве, не последний раз, предыдущий раз был в Киеве. Крайний раз, да. После как раз конгресса в Вильнюсе, когда был в здании как раз Всемирного конгресса крымских татар, и он был проездом в Киев, возвращался в Крым, и мы тогда говорили с ним, что я говорю: Ильми Ага, вы не боитесь, что вы больше оттуда не сможете выбраться из Крыма, потому что там против вас какое-нибудь дело возбудят. И так прошел месяц, по-моему, и вот возбудили это дело за то, что он назвал Крым Украиной, и так далее, и так далее. Он тогда еще мне сказал: говорит, я ничего не боюсь, я еду на родину, там мой дом и так далее.
Эти люди пришли в национальное движение не потому, что каким-то образом они хотели бы потом пойти в правительство работать, или каким-то образом пойти какими-то депутатами стать, или какие-то вообще коврышки получать. Эти действительно два настоящих наших воина, я по-другому слову, потому что они боролись, и они действительно достойные крымские татары. Они пошли в Меджлис для того, чтобы продвигать национальные интересы крымских татар на всех площадках, где бы это ни было. То есть они достойные представители Меджлиса крымско-татарского народа. Мы знаем, что у нас есть и недостойные, но не будем о них сейчас вспоминать. Эти люди, вот даже, помнишь, Бродский описывал, да, в тюрьму, да, вот это вот неизвестность, да, замкнутость пространства, компенсированная избытком времени. Да. Казалось бы, такое вот словосочетание, но вот тем людям, которые вот побыли в застенках, они понимают, что Оно это не значит. кажется романтичным. Оно не кажется романтичным, да. Ленур с нами снова на связи. Надеюсь, на этот раз на нормальной, хорошей связи, качественной. Нариман Джилялов, первый зампред Меджлиса крымско-татарского народа. Он сейчас находится в оккупированном Крыму. Селям алейкум, Нариман. Алейкум селям. Расскажи, что ты знаешь, свои чувства, свои эмоции. Естественно, мы сегодня рады. Тысячи звонков уже с утра обрывают, все стараются для себя стопроцентно подтвердить эту информацию, даже где-то определенное неверие в то, что действительно это произошло. Звонят, есть люди, в основном женщины, и плачут от радости, что два, в принципе, глубоко уважаемых человека сегодня получили свободу. И, естественно, выражает огромную признательность всем тем людям, которые с самого начала приложили руку к тому, чтобы в итоге они оказались на свободе, Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз. И, конечно же, выражает надежду, что это только начало, и дальше будут освобождения всех политзаключенных, которых удерживает в заложниках фактически сегодня Российская Федерация. Чтобы ты напомнил всем зрителям Украины, сколько людей сейчас находится в застенках из Крыма? Мне сложно назвать, наверное, уже я не держу даже в голове, но это несколько десятков человек. И я прошу не забывать о тех людях, которые находятся на свободе, но подвергаются по-прежнему преследованиям, например, такой как Сулейман Кадыров. Не забывать о тех людях, которые были похищены, убиты, исчезли, и судьба которых, к сожалению, сегодня неизвестна. И нужно бороться за каждого из этих людей. И если не опускать руки, мы видим, что результат вполне достижимый. Нариман, спасибо за то, что включился. Мы поздравляем всех крымских татар и желаем держаться всем родственникам заключенных. И будем бороться дальше все вместе за их освобождение. А сейчас на связи у нас по телефону Марк Фейгин, это адвокат Ильми Умерова. Селям алейкум, Марк. Да, приветствую, Айдар. Вот мы в студии сейчас сидим, естественно, обсуждаем освобождение Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза, передачу их российскими властям Турции. Что ты знаешь по этому поводу, что можешь рассказать зрителям телеканала АТР и всей Украине? Я могу сказать, что, конечно, это результат комбинации известных усилий. Решающим здесь, разумеется, были договоренности первых лиц и Украины, и Турции. Понятно, что это результат давления на Путина тоже с их стороны. Это решающий момент. Нет всяких сомнений, эти договоренности были конфиденциальны, но тем не менее. Вот что этому предшествовало, посмотрите сами. Методологически все было сделано правильно. Это была комбинация усилий адвокатов, самого Меджлиса крымско-татарского народа в Киеве, его общин, да, по всему миру. Вспомните акции начала сентября прошлого года за Ильми Умерова, когда его поместили принудительно в психиатрическую лечебницу, да, в связи с экспертизой. И так далее, и так далее. То есть это главное, это методология публичная, методология защиты, политической защиты. Когда дела, так сказать, не опрокидываются в плоскость, суд решил. В России нет суда, независимого суда, как источника правосудия. Добиться успеха по политическим делам, по делам политического преследования можно только комбинацию усилий давления, процессуальной строгости и жесткости последовательности юристов, которые работают в этом деле, там, в Крыму, и политических договоренностей, политического давления, как результат политического давления с кремлевским руководством. Вот здесь это имело место. Я считаю, что главное здесь спасение людей. В данном случае самого Ильми Ага и Ахтема это то, что им не придется сидеть, и неизвестно в каких условиях. И они могут продолжить свою борьбу за права крымско-татарского народа уже на свободе. Это очень важно.
Пожалуйста, как адвокат, ты можешь, если знаешь или можешь описать предположительно процедуру освобождения? Понятно, что ни Ахтем, ни Ильми Ага не писали никаких прошений о помиловании Путину. Тогда Да. каким образом это проводится и может быть проведено по российской так называемой юридической системе? Как это все, на каком основании? Ведь, насколько я понимаю, это как бы вторая часть вопроса, ни о каком обмене ни на кого речь не шла в данном случае. А дело в том, что о каком помиловании можно идти речь, если решение суда не вступило в законную силу. Не было второй инстанции, понимаете? Прошение о помиловании возможно обращаться все-таки после вступившего в законную силу, после апелляции, обжалования, да, решения суда об осуждении по уголовной статье. Так? Этого не было. На самом деле это вообще невиновные, привлеченные просто к уголовной ответственности люди, обвиняемые. В связи с тем, что еще второй инстанции не было, то и обращаться за помилованием как таковым, да, они не могли по существу своему, потому что их никто не осуждал. За что миловать-то? Только если вступил в законную силу решения, когда это можно сделать. Я думаю, что это был, конечно, секретный указ, да, результат договоренности с Эрдоганом, по которому их просто как граждан Украины, напомню, Ахтем Чийгоз, гражданин Украины, и Ильми Умеров, наряду с российским гражданством, имеет украинское гражданство, да, и оно там долго рассказывает, как это произошло, получение этого второго гражданства, но его, возможно, лишили гражданства, я так думаю, Ильми Ага, и просто выдворили из страны этим указом Путина. Я допускаю, что так. То есть это вот юридически звучит так: это выдворение граждан одной страны с территории другой страны, так как значит, Россия считает Крым частью своей территории. Возможно так. Это мое какое-то такое, знаете, предположение, хотя, опять же, детали мы не знаем, это секретный, скорее всего, указ, он не будет опубликован, но позже, наверное, какая-то информация появится. В конечном итоге, вы понимаете, Айдар, не имеет значения в России вообще нормативная сторона. Да, это Потому что их могли вообще писать как бумажки, просто выставить за границу и все. Вообще без ничего. Потому что в России это не имеет никакого значения. Здесь, так сказать, законы, они имеют абсолютно прикладной характер. Захотят использовать, захотят нет. Поэтому, мне кажется, даже не принципиально, каким образом это было все оформлено. Нет, не принципиально. Я хотел бы еще уточнить вторую часть вопроса. Это не обмен точно, то есть ни на кого. Ну, а мы пока не видим, мы этого не видим. То есть в случаях, когда, я напомню, эти так называемые внепроцессуальные обмены были, ну вот там Эстона Кох, Рамияль на мосту практически, да, на шпиона Дресснера, да, Савченко, самолет один улетел с ней в Киев, из Киева, значит, с двумя военнослужащими прилетел в Москву. Мы этого непосредственно не видим, но, конечно, могут быть какие-то понятийные договоренности. Возможно, я не знаю, это моя реконструкция, да, значит, сейчас вот выдворили двух граждан Украины, возможно, через какое-то время, там, это не одновременно, все не синхронно, возможно, каким-то образом поступят так с некоторыми гражданами России, которые там либо привлечены к ответственности, там, вот пограничники какие-то, еще кто-то, тоже нельзя исключать. Но, опять же, повторяю, значит, детали эти, возможно, появятся позже. Но я допускаю и тот, и другой вариант. И что и без всякого обмена их выдворили, так же, как и предполагаю, что может через какое-то время одновременно, синхронно, зеркально также поступит с какими-то из граждан России на территории Украины. Спасибо, Марк. Если больше никаких подробностей ты нам сообщить не можешь, тогда мы благодарим тебя за включение в наш эфир. Спасибо. Это был Марк Фегин, адвокат Ильми Умерова. Мы чуть позже продолжим разговор с Ленуром, потому что сейчас на связи у нас журналист Радио Свобода Антон Наумлюк на скайпе, который тоже был находится в курсе каких-то нюансов этой истории. Селям алейкум, Антон. Здравствуйте. Антон, ты написал одним из первых постов, в котором содержалась дополнительная информация по освобождению Умерова и Чийгоза. Ты написал, что они освобождены, помилованы секретным указом президента России. Но может ли быть, просто поясни, пожалуйста, что это секретные указы, откуда тебе эта информация может быть известна, и возможно ли помилование без прошения? Так как мы знаем, что прошение о помиловании Путину не писали ни тот, ни другой. Ну, действительно, никто не писал, насколько я понимаю, и с информацией от адвокатов прошения о помиловании, но есть некоторые решения с каким-то гуманитарным подтекстом за подписью президента об освобождении. Назвать это помилованием
ну, в рамках процессуальных каких-то моментов, наверное, можно. Другое дело, что для этого нужно было, чтобы приговор вступил в силу, и здесь уже, я думаю, что вы обсуждали вопрос о отзыве апелляционных жалоб, которые написали и тот, и другой. Такая информация появилась с самого начала о том, что апелляционные жалобы из-за отзыва их могут помиловать. Ну и, в общем-то, все это реализовалось так, как реализовалось. А каких-то процессуальных подробностей, ну, наверное, стоит ждать от адвокатов. Ну и коллеги, которые обращались за комментарием в администрацию президента, тоже сейчас, я так думаю, готовят публикацию. Известна ли тебе сейчас какая-то еще дополнительная информация, кроме того, что ты написал в своем Фейсбуке? Ну, я, в общем-то, отслеживаю ситуацию так же, как и все, со стороны. Адвокаты, которые участвовали в переговорных процессах, и другие фигуранты, в общем-то, переговорных процессов, они, наверное, знают больше. На данный момент все, что известно, то, что их ждут в Киеве. В Анкаре они приземлились. Я так понимаю, что к ним не допустили представителей крымско-татарской диаспоры, ну и, соответственно, журналистов, которые в какой-то степени уже были в курсе в Турции. Ну, больше, наверное, ничего. Спросить то, что, наверное, ты больше других знаешь. Дело в том, что я поясню аудитории, если кто-то не знает, Антон Наумлюк – это журналист, который, не знаю, более половины, наверное, своего времени находится в оккупированном Крыму. Он побывал практически во всех семьях политзаключенных крымских татар. Недавно в Киеве он выставку большую детей, которые остались без родителей, осужденных крымских татар, открыл. Посетить ее, кстати, в Крымском доме. Но я к тому, что ты знаешь так эмоциональную сторону этого дела. Какие ты чувства испытываешь по этому поводу? И как ты думаешь, с каким чувством восприняли это родственники политзаключенных и Ахтема Чийгоза, и Ильми Умерова, и других? Ну, сегодня я вот фактически до сих пор только что пришел, находился в Верховном суде Крыма, где проходил целый ряд апелляций на аресты фигурантов дела Хизб ут-Тахрир. И видел, наблюдал, в общем-то, какую реакцию новость вызвала у родных, которые собрались у суда. Ну, во-первых, это огромная радость о том, что хоть кто-то избежал участи, которой подвергаются здесь десятки людей. А во-вторых, это, естественно, второй вопрос, что будет с нашими родными. Этот вопрос звучал сегодня буквально десятки раз от всех родных, которые собрались у Верховного суда. Ну и понятно, что радость от освобождения людей, которые избежали российской тюрьмы, она смешивается вот с такой тревогой за судьбу своих заключенных, которые получают какие-то огромные неимоверные сроки. И родные очень опасаются, что вот в рамках этих переговорных процессов про десятки крымских татар, которые идут по делам, которые Россия считает своими, то есть террористическим делам, они будут забыты и о них никто не вспомнит. Вот это опасение, конечно, я слышал. Что касается семьи Умеровой, я думаю, что они, во-первых, сами могут рассказать об этом. Ну и понятно, что, опять же, радость от освобождения смешивается с тревогой, что он уже не сможет попасть в Крым, во всяком случае, при нынешней власти. И фактически он будет отлучен от Крыма, так же, как и отлучены другие лидеры крымско-татарского движения, которые теперь сюда не допускаются российскими властями. Спасибо большое. Антон Наумлюк был у нас в эфире, журналист «Радио Свобода». Сейчас у нас на связи как раз отец Ахтема Чийгоза, Зейтулла Чийгоз. Селям алейкум, Зейтуллага. Алейкум селям. Zeytullağa, ana tilimizde de konuşma olur. Aytınız bir şeyler. Nasıl duaysınız sözünüzü? Nasıl durumdasınız şimdi? Men nazlılarım işte pek yaxşı bir sağ olunuz. Erkin de sağ ol. Hepsimiz buna batı yerden sizi kucaklamak isteyiz şimdi. Hepsimiz kucaklayıq sizi.
Hepsimiz. Sağ olun, sağ olun. Av kalgan zaklışanlarda çıksın. Yarabbim yaratıyla. Айтқаныңыз келсін, иншалла, олар. Зитолага сказал о том, чтобы пусть выйдут все остальные, которые заключенные, политзаключенные, которые томятся. Зитулага, я прошу вас отойти от телевизора, пожалуйста, потому что очень слышно эхо от телевизора, если можно. А я в другой комнату зайду. Да, очень хорошо. Вот сейчас нормально Ленор! слышно. Да. Вы нас Ленор! слышите сейчас? Нормально? Да, Зитолага, мен dinleyeyim sizi. Я плохо слышно. А мы вас хорошо слышим. Скажите, пожалуйста, какие вы испытываете чувства сегодня, узнав об освобождении сына? Ленор, ты меня хорошо слышишь? Да, слышу хорошо, Зитолага. Айтыңыз, сөйлеңіз. Самудай, Ленор, çapıp bu şey istersen çapıp Aliye'ye karşı vardım da bana baban dedim çıktı da başladım kıçırıp ağlamaya ama gözlerim yaşı acıtmadı gözlerimi. Tamam, anlayıq sizi. Ana öyle o kadar kıvançla size edeceğim da şaşmadım. Allah hepiniz sağ olun. Allah sağlık, selametlik versin. Tamam, doğru. Sağ ol, Зитолага, sağ olun. Спасибо большое. Ленур, я попрошу тебя перевести, о чем вы говорили с отцом Ахтема Чийгоза Зиятуллой. Да, он у нас, конечно, это очень чувствительный дедушка такой. У него супруга умерла недавно Да. от рака. Ты знаешь, я хочу сказать, что внутри того, что его сейчас переполняло, кроме слез, естественно, радость. Это слезы радости. Ты знаешь, мы о том, что его освободят, же знали давно. Мы все нервничали, конечно, что его вот как будут освобождать. Вот сегодня, если вы видели, даже я уехал на Чингар, потом развернулся, потому что переиграли и сделали полет на Турцию. Хотя должны были его привезти к Чингару, вывезти туда. И мы уже с Николаем списывались и уже перед мещением. С Николаем Полозовым. Да, с Николаем. С адвокатом. Да. Потому Ахтема что, Чийгоза. да, с Ахтемом мы разговаривали вчера вечером, и уже мы знали, что его уже утром будут освобождать. В последнее время он вообще был тяжелый, Ахтем, потому что он очень сильно переживал. У него же забрали Эмиля, у него в камере сидел Эмильчик, мальчик такой хороший парень, борец. Обычно с политзаключенным же никого не сажают в камеру обычно, потому что Ну или они- подсадных каких-то. Ну да, или подсадных. Ну, Ахтема подсадных уже насажались, а вот обычно не сажали, потому что они же заражаются потом национальной борьбой, и там, ну, каким-то образом начинают тоже становиться такими патриотическими. И поэтому стараются таких людей изолировать. Так вот, Ахтем вот эту вот изоляцию, если вот взять его вообще весь срок, вот там 2 с лишним года уже, то первый год он сидел вообще один, в одиночке, а вот потом его уже стали к нему уже подсаживать, как-то уже с ним. Так вот, Ахтем последние дни очень был тяжелый, он переживал, что вот он остался один, и про него забыли. Хотя мы все его подбадривали, и вот буквально вчера, вот он уже когда расставались, он говорит, может быть, мне дадут возможность на могилу матери поехать, увидеть могилу матери. И Его он- же не отпустили на похороны. Да. И он планировал, что он заберет Эльмиру, он планировал, что он даже сядет на свою машину. Ну, человек, в любом случае, даже в тюрьме, человек остается все равно романтиком. Я ему говорил о том, что даже приводил пример, Чубаров вспомнил недавно, то, что Быковского как освобождали. Быковского уже привезли в аэропорт, и уже в аэропорту, уже в самолете, его посадили в самолет, уже сидела его мама родная. Если ты помнишь, вот Быковского, когда депортировали с Советского Союза. Такая же история. То есть у них у ФСБ уже давно накатанный сценарий. Вот как сегодня они Эльми забрали с больницы, Ильмяга Чийгоза забрали с тюрьмы и с изолятора и привезли их в аэропорт. Казалось бы, зачем их в аэропорт везти, когда Украина рядом, здесь вот материковая Украина. Почему, можно... кстати, да? Не на Чонгар повезли, а Нет, в аэропорт. там вот в этом месте были какие-то переговоры, с кем-то они встретились еще, я не знаю, мы об этом узнаем, когда они уже смогут говорить, с кем-то они еще там переговорили, и в этот момент их обоих уже, Ильмяга, кстати, был на скорой помощи, из больницы привезли его.
и мы наблюдали эту скорую помощь тоже, и их посадили уже на борт. Мы знали номер борта. Это борт ФСБ Российской Это Федерации. борт правительства Российской Федерации, да. Это борт, которым пользуется ФСБ, спецрейсов ФСБ. На нем летает патриарх, летают первые лица в правительстве тоже в том числе летают. Да, есть этот борт, и мы уже его с Симферополя отслеживали. То есть они летели вип-бортом российским Да, в Анкару? да, в Анкару, спецбортом. Они полетели через Керчь, и мы уже тогда понимали, что они летят почему-то в Россию, зачем-то. Хотя, но не факт, что они были на борту. Вот это было сомнение. Они могли сделать такой отвлекающий маневр, а вывести их куда-нибудь в поле и выпустить. Сейчас с нами на связи Николай Полозов, Да, как давай. раз ты о нем упоминал. Это адвокат Ахтема Чийгоза и человек, который, как я понял, принимал участие в переговорах об освобождении Чийгоза и Умерова с самого начала. Привет, дорогой Николай. Да, здравствуйте. Ну, расскажи, что знаешь. Ну, а что я могу сказать? В настоящее время и Ахтем Чийгоз, и Людмила Умеров, украинские политзаключенные, герои крымско-татарского народа, находятся на свободе, находятся в безопасности. Сейчас они в Турции, в Анкаре. Сегодня еще утром Ахтем Чийгоз находился в следственном изоляторе Симферополя. Людмила Умеров находился под подпиской о невыезде на плановом лечении в больнице Бахчисарая. Вот, в течение дня произошло следующее. С них были сняты все обвинения, все претензии со стороны российского государства. И в статусе уже абсолютно свободных людей они покинули воздушным путем Крым и оказались в Анкаре. Безусловно, это результат огромной работы, скажем так, проведенной в юридической плоскости, в политической плоскости, в дипломатической плоскости. В деле освобождения Ахтема Чийгоза и Людмилы Умерова принимало огромное количество людей. Но если мы говорим о юридической плоскости, то, конечно же, это мои коллеги, это и Марк Федин, и Эмиль Курбединов, и Эдем Семедляев, Александр Подробинник, Александр Лесовой, адвокаты, правозащитники, которые принимали в этом участие. Конечно же, когда мы говорим о политической плоскости, то это президенты и Турции Реджеп Таyyip Эрдоган, и президент Украины Петр Порошенко. Огромный вклад в дело освобождения Ахтема Чийгоза и Людмилы Умерова, конечно же, внес Мустафа Джемилев, национальный лидер крымских татар, председатель Меджлиса Рифат Чубаров. И все те, кто не безразлично, кто относился к украинским политзаключенным, крымским татарам, все те, кто проводил различные мероприятия в поддержку, кто писал письма. И я уверен, что только вот совместная работа может привести к такому ощутимому результату. Методология политической защиты, безусловно, политические переговоры. И я, конечно, рад, что это произошло. Это все-таки впервые за 1,5 года освобождение украинских политзаключенных из российских застенков, освобождение 2 заложников. Это очень важный шаг. И я считаю, что это все-таки даст надежду людям, находящимся в Крыму, находящимся под этим гнетом, надежду на то, что грядут какие-то изменения к лучшему. Как ты считаешь, вот, во-первых, хочу уточнить, российское правосудие, в кавычках, сняло свои претензии все. Как это выглядит юридически? То есть, как бы не было никаких уголовных дел, ничего не было? Но юридически сложно сказать, как это выглядит теперь, потому что никаких официальных документов нам никто не демонстрировал и не предъявлял. Существует несколько форм освобождения от уголовной ответственности. Одна из форм является процедура помилования. Например, предыдущих украинских политзаключенных, освобожденных из Российской Федерации, освобождали именно через эту процедуру. Но я хочу сразу отметить, и чтобы у всех было понимание, что ни Ахтем Чийгоз, ни Людмила Умеров не писали никаких ни заявлений, ни прошений, не подписывали о помиловании, о признании вины, о чем-то еще. Этого они не делали. И не сделали бы ни при каких обстоятельствах. Поэтому, как это точно было оформлено, ну, наверное, вопрос стоит все-таки переадресовать в пресс-службу Кремля. Там, наверное, люди более осведомленные о каких-то конкретных механизмах. По крайней мере, никаких публикаций на официальном сайте Кремля я не видел. Но вместе с тем
совершенно достоверно известно, что процедура освобождения Ахтема Чийгоза происходила как процедура освобождения человека, который стал свободен. То есть ему в СИЗО отдали все его личные вещи, вернули деньги с его счета, и он вышел оттуда абсолютно свободным человеком. То же касается и Ильи Умерова. Ну, я хочу поздравить, конечно, и тебя, и всех адвокатов, которые принимали участие в этом. Это на самом деле действительно огромное дело. И надеюсь, что это действительно именно шаг, как ты сказал, и что будут шаги дальше, потому что очень много людей, очень много крымских татар, граждан Украины сидят в российских тюрьмах. Спасибо, Николай, тебе за твою работу. Ждем тебя в Киеве. И благодарим от лица крымских татар. Спасибо. Будем бороться дальше. Спасибо. И сейчас у нас в эфире в новостях первый комментарий дал глава министра иностранных дел Украины Павел Климкин, который сейчас находится в Берлине, и он успел в перерывах между переговорами там на высоком уровне прокомментировать для новостей АТР освобождение Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Посмотрим его комментарий. Ну і тепер всі прекрасно розуміють, чому останній тет-а-тет, коли президент Ердоган приїжджав до Києва, 3,5 години тривав. Тоді це пояснити було, на жаль, дуже незручно, але тепер можемо про це говорити. Ми працювали всі разом. Напевно, пізніше зможу сказати, хто до цього був задіяний. Я вас дуже з цим поздравляю. І це дійсно, ну, як ін'єкція хорошого настрою. Абсолютно для всіх. Тримаємось далі. Ну і тепер всі прекрасно розуміють. Спасибо Павлу Климкину еще раз уже заочно за то, что он нашел время. Он сказал, инъекция на хорошее настроение. Да, он очень хорошие слова подобрал и на самом деле очень искренне действительно переживал. И, кстати, в том эфире, когда он был недавно, буквально в прошлый вторник, в позапрошлый вторник у нас в гостях, он как раз намекал на то, что будут хорошие новости, но не говорил какие. И вот эти хорошие новости пришли. Хочу также прочитать то, что написал президент Украины Петр Порошенко в своєму твіттері. Дякую президентові Турецької Республіки Ердогану за його зусилля у звільненні наших героїв. Так он назвал президент Украины Ахтема Чийгоза Ильми Умерова, як мы домовились у Нью-Йорку, так и Киеве. То есть эти переговоры начались с Нью-Йорка со встречи Эрдогана там с Петром Порошенко и продолжились в Киеве, когда в последний раз был здесь президент Эрдоган с визитом официальным. И вот результат налицо. Ну что, это значит, что крымско-татарский вопрос как-то вышел на высший самый уровень в международных отношениях, переговорах Я думаю, что, во-первых, санкции работают в любом случае. То есть мы понимаем, что в банке в определенной воды меньше становится. В любом случае, я так понимаю, что мы видим, что недоговорной Путин в любом случае с кем-то он может договариваться, да. Мы понимаем, что Эрдоган смог договориться, да. Мы понимаем, что, может быть, прямо на Украину их или в Украину прямо они не могли их отправить с самого начала. Но пусть будет так, пусть в Турцию отправили. Но мы видим, что победа, если мы все вместе разом стоим, и все мы сможем сдюжить. То есть у нас получается. То есть, когда не сломленные не скоренные такие вот два сильнейших героя, это очень хорошее слово подобрали, потому что они действительно герои. Это слова Порошенко. Да, слова Порошенко, да. Я надеюсь, что и герои не просто так будут сказаны, а действительно будут и заслуженно будут наградить их героями. Потому что очень многие героев в этой стране ходят, те, которые сейчас подметки там лежат, оккупанту в Крыму. А это настоящие герои, которые не сломались и ни разу себя не подвели в свое государство. Я к чему? К тому, что значит, что те люди, которые сейчас в тюрьме, это им дали надежду, им послали сигнал, что вас не бросают, то есть держитесь, не идите вот на эти договорники с муфтиятом, с этим. То есть вы не брошены. Вы не брошены, да. То есть мировое сообщество в лице Эрдогана и Украины и вообще всех других стран, я думаю, что если мы говорим о Нью-Йорке, вот сейчас вот мы услышали, да, со слов Климкина, мы еще сколько таких договоренностей еще идет и сколько таких договоренностей еще будет реализовано. Соответственно, нам надо обязательно сегодня в эфире с тобой сказать по поводу
поводу дела Дегерменджи, Мустафы и Али Асанова, потому что они в связке шли с Чегозом. Но они сейчас под подпиской не вынесли и ждут суда. Да, но по идее, если основного фигуранта Чегоза, получается, так скажем, уже нет в этом деле, да, я не буду говорить помиловать. В чем обвиняют этих ребят? Да, в чем обвиняют этих ребят тогда, потому что их конструкция была в том, что они не дали показания на Чегоза, они же держались. Если в отличие там, от этого Эскендера Небиева, который дал показания и сказал, что он российский гражданин, и он дал показания на Чегоза, что он, да, ему какие-то там команды давал через стекло, через какое-то там, то и Мустафа Дегерменджи, и Али Асанов же не сломались, и они ничего не сказали. И они не стали оговаривать Чегоза, потому что Чегоз никаких команд никому не давал. Он был сам член Меджлиса, и он находился там со своей группой как член Меджлиса, потому что он отстаивал государственную независимость Украины в Крыму. Это он 26 числа был там на митинге. Он был одним из организаторов. Но в то время там и была Украина вся. Это еще к Да. разговору о том, Ленур, что вот эти люди, которые не сдаются, не признаются, стоят на своем, и даже пытки там были, не по отношению к этим ребятам, но к другим были пытки, что все-таки правда побеждает, и все-таки не сдавшиеся люди, они могут быть освобождены, и что мир будет за них бороться, и мы будем за них бороться, и все будем. Потому что вот на самом деле, правильно сказали вот и Марк Фейгин, и Михаил Николай Полозов, о том, что это все к этой синергии усилий. Это все началось, это было и с началом блокады. Это было, и блокада была не зря, я уверен, абсолютно, она тоже повлияла на все это. Это были и дипломатические усилия, это были и переговоры, это было и героическое поведение Ильи Умерова, который сам себя, в общем-то, он прямо говорил это, я даю себя вот на произвол судьбы, вот пусть делают, что хотят, и я буду так бороться. И вот так он боролся, и вот эта мирная, ну, абсолютно несгибаемая борьба этих людей, как Чегоз сидел в тюрьме, сколько его там прессовали, сколько его там пытались что-то с ним сделать, ни слова. Все его обращения к Украине, это можно публиковать просто на гранитных плитах. Да, ну то, что он ходил в майке Украины с надписью «Украина», это сейчас уже можем публиковать. С майкой Украины он ходил там, и поэтому он ни разу нигде не сказал, что он в чем что-то сожалеет. Или он сожалеет о том, что он там был 26 числа. Он не сломался нигде. Как бы ему тяжело не было, ну представь ситуацию с больной матерью, которая фактически на руках у него умирала. И он ничего сделать не смог. Но об этом можно много чего говорить, но эти люди заслуживают того, чтобы... Кстати, мама Ахтема Чегоза, которая умерла недавно от рака, она сказала, что гордится им, когда она с ним прощалась. Те 10 минут, которые ей удалось повидать. Но она встала с постели. Расскажи все-таки, расскажи, о чем сказал отец Чегоза. Вот у нас минута осталась до конца. О чем по-крымско-татарски тебе рассказал? Он сказал, что он сегодня утром, когда узнал об этом, он же тоже был в теме, да, чуть-чуть. И когда узнал, Али ему сказала, там же еще Линара есть, моя тезка, сестра Ахтема, Линара зовут ее. И они все переживали, они расплакались там дома, он об этом говорил, что они расплакались. Естественно, они все очень сильно переживают за Чегоза, потому что Чегоз, Зейтуллага уже старый. Чегоз — это тот, на ком держится вся семья Чегоз, чтобы ты понимал. Мать, да, сильная женщина, отец сильный, но они уже старые, они уже один за другим, вот они уже так вот старели. Линара, она женщина, она девушка, там племянники, дети Ахтема, вся семья, да Эльмира Чегоз сама, вся семья держится на Чегозе. То есть потеря в тюрьме вот на столько-то времени самого вот кормильца. Они герои тоже. Да, они тоже герои. Они однозначно герои. Они герои. И были абсолютно несгибаемы. Он обещал отцу показать Стамбул, показать Босфорский мост, обещал. И его отец заслуживает того, чтобы его сын показал ему еще Турцию, чтобы он его свозил. И вот Зейтуллага сейчас Шинчик Бахсанас. У нас заканчивается эта часть эфира. Не выключайте АТР, мы будем возвращаться к теме освобождения 2 украинских политзаключенных Чегоза и Умерова еще весь день сегодня. Это главная новость дня в Украине. И мы эту тему будем продолжать на АТР с нашими гостями. Оставайтесь с нашим телеканалом. Далее новости.